Приз вам открыть небольшой. Мы будем делать, планировалось давно напечатать книги у отца. Литературная как бы судьба, я вам коротко сказала, но многие это знают, совсем непростая. Один из самых известных романов Мустафы Балдар «Холодные стены», он был написан в 1969 году и долго-долго ждал возможности публикации в 1989, и с тех пор тоже не было опубликовано. И сегодня вышло, буквально ночью мне привезли, мы тоже постарались, состоялось второе издание вот этого нашумевшего романа Мустафы Балдар. Будет презентация книги в Национальной библиотеке имени Аллы Усманова 10 ноября, 2 часа, все приглашены. Вот. Ну а здесь как бы предпрезентация. И я с большой радостью приглашаю профессора, доктора философских наук Джамбурбека Бокошева, который очень хорошо понимает и ценит творчество. Спасибо. Все мы сегодня являемся свидетелями прекрасной выставки. У Андрея Вознесенского есть такие строки: от мастера, как от Моисея, остается не техника скрижали, а атмосфера, чтобы дышали. Вот как раз мы находимся сегодня в такой атмосфере. И спасибо Джамбу и другим организаторам этой выставки. Может, такое торжество не нужно в Акбараке, но они нужны нам, чтобы мы дышали в этой атмосфере. Biz Джамбу'мuz şu выставканың темасын кыргызчасын талкууладык. Bir qancha variant var olmuş. Men hazır gelip görsem bu жерде келе жаткан деп котордуган экен идущий. Биз жолдо ошол туура болот деп токтогонбуз. Бирок кийин мен башка бир сөз таптым. Басуучу деген. Идущий орусча жакшы звучит, понятно как-то. А кыргызча жазуучу деген сөз деле Тыныштан, Арабаев сыяктуу агаларыбыз писатель дегенден жазуучу деп которуп койгон. Идущий, басуучу, но это басуучу, наш басуучу, вот Тусували. Или может это писатель Арык, да? Герой романа «Холодные стены». Жазуучу Арыков таштарылып Карабалыкка баратан жыңайлап таш тырмагын кантарып канагын азыр биз болсок йод бинт издейт элек, бала кезин эстеп топуракты алып туруп канаган жерине сээп коет. Абдан көнөкөй, абдан түшүнүктүү. Тусувалиевдин прозасын окусак, көнөкөй нерсе, Мидас ар кандай нерсени кармаса алтынга айланткандай, эмне көрсө, ошол жолдо бараткан киши эки жакын карайт, көрөт, ошонун баарын бир жакшынакай нерсеге айландырат. Бул чоң bir önür, çok talent. Fatma Tусувалиевдин prozasını yaxşı izleyelekmiz, yaxşı düşünelekmiz. Bu gelecekte okumanlar daha da çok sırlarını açar deb oylayım. Men bir makalamda Fatma Tусувалиевдин prozasını meta proza deb atadım ele. Fatma Tусувалиевдин meta prozası deb. Meta proza değil, чистая проза, настоящая проза. Жазуучунун максаты чыныгы прозаны түзүш. Экинчи мааниси метафизика, философия
байланысты düşündüm. Tsuwagi bu filosof yazgıcı. Çıkarmalarında filosofiya boylu tereң menimce okurmandan ulan kayra okup Tsuwagi'nin prozasının başından ayağına çeyin romanları okup gerek yok. Kala derinden açılan okuy verse olur. Oşolda mani mazmunu deneyse kengeye tarmayıp da öyle. Daha bir yolu Kuat Köyakeni şunda yaşına kayıp kanday desem hurmatlap sıylagan kişilerin arasında oturganına kuançtan tuttuktayız. Habibullin'dagi bu janagı master, atmosfera tuzgan master katары biz sıylayız. Kuat Köyakeni'nin başlap жатқаны Kırgızca jana ketip baratkanын тапкан экен. Бул дагы bir өзүнчө окуя. Наша жизнь состоит из таких событий. Пусть будет много таких замечательных событий. Наверное, тоже